Свыше 300 человек из 24 стран мира оспаривали звание сильнейшего в русских шашках, а более 240 участников из 17 стран состязались в 100 клеточных шашках. В борьбу за право стать королем и королевой шашек вступили ребята от 9 до 27 лет. Спортсмены соревновались в молниеносной, быстрой и классической играх. Для того, чтобы представлять Россию на международном уровне, нужно пройти состязания от городского до европейского масштаба. В шашки я пришел в 5 лет. В 6 лет я ходил на соревнования. Чемпионат мира, я там занял второе место, третье. По быстрой программе и по копить. Еще по задачкам третье место занял. На первенстве и чемпионате мира честь нашей страны представляли более 35 человек. Из Якутии отправились свыше 20 шашистов из Намского, Хангаласского районов, а также из Якутска. Спортсмены из столицы региона Айсана Федорова стала трехкратным серебряным призером первенства, а Александр Сивцев завоевал серебряную и бронзовую медали соревнований. Сначала я соревновалась в первенство России. Я там заняла третье место. Я зашла в сборную России, и поэтому я соревновалась в первенство Европы. Я там заняла вторые и третье места. Первенство мира я там заняла второе место по классике 64, а в стоклетке я заняла второе место в блиц, а второе место по быстрой. Перед важнейшими состязаниями ребята усердно готовились под руководством опытнейших тренеров. Несмотря на большое расстояние от дома, наставник Саши и Айсаны Альбина Большакова всегда была на связи. На самом турнире, несмотря на большую разницу во времени, подключалась к ним онлайн и активно разбирали и анализировали каждую партию, готовились к соперникам, и я им давала советы. Сами ребята очень старательные, ответственные, талантливые. Очень надеюсь, что в будущем нас ждет еще очень много ярких побед и новых достижений. Якутские спортсмены давно доказали на мировой арене, что они достойные соперники. Начиная с малых лет, наши шашисты занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск.